эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Праздник весны и труда отмечают сегодня в России. В Якутске он прошел в онлайн-режиме без массовых мероприятий. В Нерюнгринском районе избрали нового главу. Сегодня состоялась его инаугурация. С сегодняшнего дня в Якутске начнут курсировать дачные автобусы. Глава республики Айсен Николаев поздравил якутян с 1 мая, праздником весны и труда. Сегодня мы по традиции чествуем тех, кто славит родную Якутию своим талантом и профессиональным мастерством, обеспечивает ее благополучие и процветание. Глава отметил, что из-за сложной эпидемиологической ситуации мы второй год вынуждены отказаться от массовых мероприятий. Ради общего блага мы должны провести первомайские выходные дома в кругу своей семьи. Особые слова благодарности Айсен Николаев адресовал врачам, медицинским работникам, на чьи плечи легла борьба с распространением коронавируса. К сожалению, в этом году парад в честь 1 мая был отменен, однако всенародно любимое торжество все равно коснулось каждого. Так, ежегодно компания «Колми» принимает участие в первомайском параде, демонстрируя разнообразие своего автопарка. Но в этом году традиционное шествие сменилось на видеооткрытку, в записи которой приняло участие около 40 сотрудников. От лица компании «Колми» поздравляю всех жителей и гостей республики с праздником весны и труда. 1 май поистине всенародный и любимый праздник, символизирующий собой мир и добро, олицетворяющий созидание и справедливость. Несмотря на сложившуюся ситуацию, желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, весеннего настроения и благополучия. Убастауллах корот олохтоқтара онна ылжыттара. Колми компания атыттан саскы әйе үлі көк май браханниктарынан идетик истинник әғадделебет. Бағарабыт әйеләқ көк қалланы жолу соргуну үліғатегер үрдік сетихейлері. Онна бүгінгі өріләқ күнге Убастыр директор быт Колми компания төрүттәбит Николай Никентьевич Урумянцев алтон сахын толбут юбилейдақ сылынан әғаддалян турамыт алтон шары қаллаңа көтүтәбит. 99 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в республике за минувшие сутки. В Якутске 57 заболевших, в Мегино-Кангаласском районе 22, в Усть-Алданском районе 4, в Алданском, Амгинском, Татинском районах по 3 случая заболевания. В Сунтарском районе 2 случая, и в Вилюйском, Горном, Нюрбинском, Аймиконском и Чурапчинском районах по 1 инфицированному. За сутки лабораториями республики проведено 2542 исследования на коронавирусную инфекцию. Приезжающих из-за границ россиян обязали дважды сдавать тест на COVID-19. Соответствующее постановление принял Роспотребнадзор. Интервал между первым и повторным анализом на коронавирус должен составлять не менее суток. Результаты тестов нужно загрузить на портал госуслуг. При этом до получения анализов на руки прибывшие в страну должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания. Сдавать тесты на COVID-19 должны все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта. Ранее требовалось сдавать только 1 анализ на коронавирус в течение 3 дней после возвращения в Россию из-за рубежа. Исключением были 2 страны – Турция и Танзания. Прибывающие оттуда должны были сдавать тесты дважды. В Нерюнгри состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Романа Щегельняка. Ему вручили удостоверение и нагрудный знак, который является символом высшего должностного лица района на срок исполнения полномочий и отличительным знаком главы во время проведения торжественных мероприятий, официальных церемоний и приемов. Вновь избранный глава принес торжественную присягу. Также было зачитано поздравление от главы республики Айсена Николаева. Роман Щегельняк поблагодарил всех избирателей и выразил готовность работать во благо района. В первую очередь, конечно, начнем работать над вопросами, которые чаще всего поднимали люди на моих многочисленных встречах. Я считаю, что эти проблемы, они основные. Это экология, это безнадзорные животные, это, значит, благоустройство наших поселений и так далее. Вот с этого и начнем работать. Тем более сейчас, именно тот период, когда эту работу необходимо проводить, осенне-весенний период. Я никогда не буду равнодушным, я никогда не позволю себе отмахнуться от бед и чаяния людей. Я их не подведу.
Айхальцы недовольны установкой общедомовых приборов учета. Жители поселка возмущены. Приборы установили, а порядок с внутридомовыми сетями не навели. Распределят между жильцами и затраты на приобретение приборов. Оксана Мезенцева разбиралась в ситуации. Сначала сделать, чтобы нигде ничего не текло, а потом устанавливать счетчик. Во дворе одного из многоквартирных домов в Айхале многолюдно. Жители недовольны установкой общедомовых приборов учета воды. Организовали собрание. Пригласили представителей обслуживающих организаций. Жильцы возмущены. Счетчики на воду установили, а порядок с внутридомовыми сетями не навели. Аварии на сетях или проливы воды в канализацию в зимний период – дело обычное, говорят собственники квартир. Теперь за такой объем потребления воды, точнее за общедомовые нужды, будут платить жильцы. К тому же между ними распределят и затраты на приобретение приборов учета. Комплекс работ, также проектирование, строительно-монтажные работы, стоимость доставки этих материалов. И стоимость она колеблется на один узел, на один дом около 2 миллионов рублей. Приборы приняты в эксплуатацию в 8 многоквартирных домах Айхала. Их установили сотрудники предприятия тепловодоснабжения. В организации пояснили, действовали по закону. Приборы учета были обязаны установить. Так как собственники не исполнили это обязательство, установка общедомовых приборов учета возлагается на ресурсоснабжающую организацию. И в исполнении законных требований по установке приборов учета препятствовать им никто не может. Единственное, что смогла сделать администрация, это главой поселка в марте 2021 года издано распоряжение об обследовании сетей водопровода и отопления домов улицы Советская перед вводом приборов учета в эксплуатацию. Ответственный за эксплуатацию, обслуживание и содержание приборов – Айхальское предприятие жилищного хозяйства. Один прибор учета стоит около 500 тысяч рублей. В каждом доме установлено несколько. Показания с устройств передаются в ПТВС посредством сигнала GSM. Жильцы пока 3 домов уже получили отдельные квитанции. Квитанция рассчитана на оплату в течение 5 лет, 60 месяцев равными суммами. И также имеет информацию о полной стоимости затрат по установке общедомовых приборов учета. То есть потребитель может оплатить как единовременно сразу, так и с рассрочкой. Все разъяснения по начислениям в квитанциях жители могут узнать в расчетно-кассовом центре Айхальского отделения ПТВС. Контактный номер указан на экране. В обслуживающей организации готовят к выпуску памятки для собственников жилья. В листовке войдет информация о расчетах на затраты по ресурсам, как оплатить услуги и другое. Позволит фактически определить количество ресурсов, которые тратятся на дом, и в качестве отопления, холодного, горячего водоснабжения. Ежемесячно начисление производим по холодной и горячей воде на основании общедомовых приборов учета. По отоплению перерасчет будет произведен 1 раз в год по его окончании. Программа по установке общедомовых приборов учета в Айхале рассчитана до 2023 года. Всего приборы учета установят в 35 домах, в том числе и в деревянных многоквартирных жилых строениях. В ближайшее время приборы учета установят в домах по улицам Кадзова и Энтузиастов. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Ленск готовится к ремонту дорожного полотна, а также к отсыпке грунтом прилегающих улиц. Но коммунальные службы города столкнулись с проблемой. Грейдер не может пройти по периферийной дороге из-за захламленных придомовых территорий. Если жители частного сектора не поспешат очистить муниципальную землю от личного имущества, им грозит штраф и возможность остаться без отсыпанной дороги. Анна Кожевникова разбиралась в ситуации. Мы находимся на одной из прилегающих улиц, которая расположена в центре города. И, как видно невооруженным взглядом, ленчане оставляют за пределами своих владений, видимо, все, что не умещается у них во дворах. Но это муниципальная земля. И складирование на ней личного имущества влечет за собой административную ответственность. Буквально на апрельской сессии районных депутатов городской администрации были выделены дополнительные финансовые средства на ремонт дорог, в том числе на профилирование с дополнением грунта второстепенных улиц частного сектора. Но для этого необходимо их очистить от личного имущества жителей. Вот, например, зимой у нас столкнулись с тем, что люди захламили до такой степени улицы, да, что у нас спецтехника просто не могла пройти в улицу. И для этого мы обратились, мы все хотим даже на прилегающих второстепенных дорогах ездить по широким, хорошим улицам, да, при этом, что выделяется отсыпка администрации и так далее. Для этого мы обратились
в административную комиссию района, чтобы они нам помогли в этой проблеме. Причем ведь сами жители требуют зимой уборки от снега, а летом подсыпки. Но о том, что возле своего дома нужно навести порядок не только ради красоты, а для прохождения спецтранспорта, понимают не все. Добросовестные линчане сами обращаются в административную комиссию с жалобами на соседей. Бороться нужно прежде всего Анатолию Томилину. Он у нас глава административной комиссии. Ну, не только штрафом. Убеждать надо, помогать. А сами вы свою придомовую территорию очищаете? Конечно, видите, все чисто. В свою очередь административная комиссия проводит рейдовые мероприятия, но последний год пандемии внес свои коррективы. Основной упор был сделан на профилактику коронавирусной инфекции. Есть люди, которые не реагируют на эти факты. Так, у нас идет ответственность по Кодексу Республики Саха-Якутия об административных правонарушениях. Это, в частности, статья 6.25, где ответственность наступает как в виде предупреждения, так и штрафа. Лица, которые длительное время не убирают, штраф доходит до 5000. А с 20 апреля начался двухмесячник по санитарной уборке города. И мы вместе с административной комиссией обследуем улицы Ленска, а затем проверим, выполняют ли предписания линчане или необходимо все же применять наказание рублем. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске дачные автобусы курсируют с сегодняшнего дня. Маршруты номер 121, 123 и 124 до дачных участков, расположенных по Вилюйскому и Намцирскому трактам, отправляются по установленному графику. Стоимость проезда – 44 рубля. Отмечается, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в автобусах регулярно проводится уборка, дезинфекция и озонирование. График движения разместят на сайтах мэрии и Якутской пассажирской транспортной компании. Пятикратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова стала амбассадором федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Глава российского ведомства Олег Матыцин встретился с якутянкой и лично вручил фирменную статуэтку амбассадора проекта. О новом спортивном статусе Сарданы Трофимовой вместе с тем и новыми обязанностями подробнее у Айсены Бурнашовой. Звезда амбассадора проекта вручается Сардане Трофимовой. Быть примером для россиян, вовлекать в спорт еще больше людей, заряжать энергией здорового образа жизни – это лишь малая часть того, что предстоит сделать амбассадору проекта. Как вдохновить людей? Задача не из легких, но у Сарданы Трофимовой уже есть идеи на этот счет. Я по возможности буду все равно всю жизнь пропагандировать спорт и соцсетей, и своим примером. Я считаю, что моя большая миссия в этой жизни – это пропагандировать спорт, чтобы больше людей занимались спортом, любили спорт. И я очень рада, что выпала честь для меня. Вместе с Сарданой Трофимовой амбассадором проекта также стал и бронзовый призер Олимпийских игр российский пловец Сергей Фесиков. Своими спортивными подвигами и уважением к труду чемпионы транслируют не только здоровое тело, но и дух, отметил министр спорта России. Церемония, она является только первым шагом нашей совместной работы, потому что где бы они ни жили, не работали, наши послы, где бы они ни выступали, они всегда будут восприниматься как часть общей системы спорта и часть общей нашей культуры спортивной. Ранее послами проекта стали фигуристка Евгения Медведева, лыжник Александр Легков, синхронистка Наталья Ищенко. Федеральный проект «Спорт. Норма жизни» стартовал 1 января 2019 года. Основная задача проекта к 2030 году – увеличить число россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 70%. Сейчас же пока эта цифра равна чуть более 40%. Для достижения этой цели реализуется и комплексная работа по развитию массового спорта в стране. Например, ежегодно проходит лыжня России, различные спартакиады, кросс-нации. Улучшение спортивной инфраструктуры также является неотъемлемой частью проекта «Спорт. Норма жизни». Если взять наш город Якутск, кажется, очень много больших спортивных объектов, но город обеспечен только на 17,2%. Это очень мало, поэтому мы перед федеральным проектом и перед республиканскими нашими властями тоже ставим вопрос строительства новых спортивных объектов, мобильных, модульных, быстро возводимых, которые могли бы обеспечить потребность населения. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. На этом выпуск подошел к концу. Мы продолжим следить за развитием событий. Не забывайте носить маски и дезинфицировать руки.